Значит, да, мы содержим это самое, говорится, наша футбольная команда была чемпионом Республики Беларусь по мини-футболу. И сегодня она там, ну, безусловно, спорт есть спорт. Сегодня ты первый, кто-то завтра первый. Уже не на первом, но мы постоянно, безусловно, работаем и играем. И мы, кроме этого, у нас неплохая и по пауэрлингу, по лифтингу, и любые все эти самые, говорится, соревнования, это самое, среди профсоюзов, там, говорится, это городские, районные. Наша команда в числе призеров, если не первая, то это самое. То есть такая определенная работа, конечно, с молодежью. У нас, говорится, это самое, неплохо, я считаю, работает и организация молодежная. Говорится, можем даже, если хотите, более подробно о ней, пожалуйста. Да, значит, это и вечера, это, говорится, какие-то, это у них это выезды. Вот сегодня, вернее, в этом году мы им там помогли, там завод немного, они выезжают на море там своими, говорится, с детьми, с этими, со своими семейными, так сказать, молодежный выезд. Это первые они места, ну, правда, что-то обидели на последний. Я сама там участвую, поэтому я не последствия. То есть именно в городе? В Гомеле мы уже были. Из 16 мест заняли 3-е. Да. А средний возраст работающих? Ну, я боюсь, вы знаете, что-то не готовился, примерно сказать, 35, что да, что-то так. Потому что возрастом посмотрим. Да. Молодежи очень много. Такая, чисто наша цикаковская молодежная организация. Не политизируя это. Да, без всякой политики. Мы поставим себе, мы себе. Все нам При поддержке комбината, безусловно, да, в комбинат городе сам. больше ни у кого. На химии нет молодежной организации, на ТЭЦ нет, а вот у нас есть. Было интересно, я понимаю. За свои зарплаты молодежную организацию. Но зато потом какие у нас вечера И что, проходят. потом Сергей На каждый будет праздник, посвящать абсолютно какой есть праздник в Беларуси, скажем так. Конечно, обалденные вечера, с чаепитием, с танцами, с концертом. И команда наша, это КВН там выступает. В общем, ну, молодежь не должна быть обижена. Так, где-то средняя зарплата у нас здесь 100, Ну, 199. 180, 190 тысяч. Так, пожалуйста. Сказали, что 20 килограмм моста уходит, говорится, не улавливается генерация. Это уходит в атмосферу или участвует в технологическом процессе? Значит, это в основном стоки. Значит, стоки у нас идут на биологическую очистку. Это совместные с химзаводом. И, безусловно, там они доводятся до кондиционных условий, с тем, что это совершенно там постоянный контроль, мы это самое жестко здесь, прессинг для нас это никаких это самое. И вот другой вопрос, с кем вы работаете с точки зрения, так сказать, новых чистых технологий? Значит, тут говорится, что я понял. Значит, вот целлулозная промышленность, это вся разработки, все осталось в России. Нами раньше занимались это самое, и мы сейчас продолжаем. ЦНИП, Центральный научно-исследовательский институт бумаги, город Правдинск. Вот буквально сейчас мы с ними хотим выйти на один договор. У них тоже есть предложения очень интересные. Мы с ними и по улучшению, так сказать, наших это самых лица и технологических процессов работаем. Значит, ну что, из белорусской науки, конечно, это Белорусский университет, раньше это технологический институт. Ну, так скажем, мое мнение, они не сильно здесь были продвинуты, тем более сегодня. Кое-какие работы мы с ними решали, собственно, по очистке стоков, у них есть предложение. Но это чисто, так скажем, научное предложение, которое довести, чтобы его в дело, это еще нужно привлечь и проектантов, и там это, понимаете, то есть самим нам его, безусловно, и не внедрить. То другое ваши потребности, инновационные, так называемые, ваши проблемы, как никто другой знаете. Вот они уже как-то сформированы у вас, да, у нас есть заявки бизнес-планы, какие-то, которые мы, говорится, допустим, производству. Что мы хотели? Я еще раз говорю, это решение энергетических вот этих вот наших вопросов, это установка турбины, установка, это самый перевод на газ вместо мазута, значит, это, говорится, это самое, еще, да, существенно, даже вот это самое, у нас при окорке, я не говорил, значит, образуется, безусловно, что, кора, сучки, там все это самое, говорится, это самое, мы имели 2 старых котла, типа ДКВР, ну, вам тоже этот тип можно не говорить, значит, это очень неэффективные котлы, и, говорится, по ЦО, по выбрасываемым и по его сжиганию, значит, мы сейчас модернизировали топки этих котлов, литовская фирма Козлорудас, значит, Metals,
Значит, это самое, мы один уже котел модернизировали, к нам даже специально делали совещание со всей Гомельской области, собирались по, говорится, очень неплохо получилось с этой модернизацией. Мы сегодня, говорится, при сжигании имеем нижайшие, так сказать, выбросы по всевозможным этим СО, поэтому вот мы продолжаем модернизацию второго такого вот котла на сжигание коры. Это, безусловно, ну, на сегодня, я думаю, слышите, везде у нас что мы, лес, отходы, сколько можно, тех же после рубок отходов остаются в лесу, наверное, все видели эти все, это можно машину, там как шведы, они ставят рубительную небольшую машину, перерабатывают, тут же вот все это сжигают, у них все, это тоже это самое учитывают. Поэтому для нас вот тут, вот это, ну, считаю, очень большое существенное подспорье, переработка вот всего возможных вот этих наших древесных отходов. Под государственным там масштабе рассмотреть, здесь я не знаю, кто бы взялся, так сказать, сюда поставить современные технологии, современное оборудование. Да, да, мы тоже, потому что у нас есть кадры, у нас есть инфраструктура всевозможная. Безусловно, к тому можно подойти, что модернизировать существующий завод. Аплодируете, я так понял, вот, Нет, сухую фракцию. это мы имеем с ним общие биологические очистные сооружения, которые вложили мы в свое время, но сегодня она на балансе их завода. Жидкие, а у себя они уже доводят, так сказать, издают, так сказать, уже санэпидстанция, там постоянный контроль. Вот Там у вас рекуперация ничего не предусматривает. Вообще большие потери. Значит, у нас что, допустим, безусловно, что производство бумаги, что такое? Это жидкая пульпа, допустим, 0,5% из жидкости, заливается сетка, видите, а потом уже там есть пресса, удаляется вода и сушильная часть. Безусловно, при сушке... Вода, пар, что там? Значит, пар, который выделяется при сушке, значит, есть рекуперационные установки. Значит, да, мы подогреваем воду, которая используется в своем цикле производства. На разбавление, на приготовление той же массы. И выбрасывается где-то градусов 40-50. Это вот таким вот уже с машины. Это... Животный доход вашего комбината? И чего вы хотите достичь конкретно? Можно было этот вопрос завуалировать таким образом, если это коммерческая тайна, сказать бы, что какой процент прибыли у вас направляется на развитие производства и мы всего лишь имеем рентабельность 6%. Вот. Мы смогли оставить себя 300 миллионов. Это только лишь. Это крохи. Какой процент этой прибыли у вас планируется или направляется ли на совершенствование очистных сооружений? Значит, такое у вас? Нет, ну до 20% это идет охрана природы, да, это записано, это самое, и это всевозможные, безусловно, замена, говорится, это тех же, это самое, говорится, газопылеулавливателей. Безусловно, это мы вот таким образом мы решаем. Частично, но решаем. Может быть, безусловно, будем богаче, безусловно, и будем что-то больше. Здоровье сотрудникам нашего предприятия. Значит, вы даже можете, вот у нас, вы не ходили, да? Смотрите, там вот в обед. Пожалуйста, да, наверное, пройдите. Это самое, не знаю. Значит, у нас, это говорится, там, говорится, это самое, и сколько там процедур, я вот сейчас не помню, там и тепловая, Ой, там много да, процедур. да, электро, там все стоматологический кабинет свой есть, и массажист у нас свой есть. Это буквально у нас на комбинате. Это Да, сегодня у нас люди в свой перерыв или по назначению, отпускают, и они, да, здесь проходят сюда. И аптека здесь, да, так что тут свой, да, это самое, говорится, на котором играют, так сказать, игры, говорится, на уровне республики. Вот. Есть свой дом физкультуры и спорта. Как тоже. вы помогаете спортсменам? Ну, это у них спросить, но, по-моему, не обижаются. Ну, выделяем хоть... Часто Вот сегодня, да, вот, чемпионат. подписал бумагу, да, в чемпионате. В Минск выделили машину, поехали там судейское, там что-то там. Ну, спорт у нас, вы знаете, как-то вот зародился, у нас там очень так неплохо, попались именно организаторы этого спорта, наши, по крайней мере, мы всегда, так сказать, во всем участвуем. Наши Да, да. не знаю, как-то у них получится, но вот у меня знакомый очень даже собирается туда ехать. Есть.
Или актовый зал? используется, да, это как актовый зал или это не? Нет, это не актовый зал. Актовый зал у нас огромный, там концерты у нас, то есть свой клуб, свои музыканты. Несчастных. Показать. Библиотека. Вы не специалист этого производства, поэтому ознакомительная, да? Да. Ну, пошли. В 1968 году, как говорится, начинали работать чуть ли не под открытым небом, привозили сюда и картон, и бумагу, и сделали только ултракартон из привозного сырья и ящики. Значит, мы можем делать все типа размеры, начиная от маленьких ящиков, штамповых, заканчивая крупногабаритными ящиками. Это есть мощности по производству фильтровальных картонов. Естественно, Союз когда-то оборудование хоть и старое, но известных фирм европейских. Я об этом не знаю. Ну, не то, что там кто-то знакомый. Психологическое спокойствие. На вызывание паука входит еще язычество. Внутри это успокаивает нервную систему. Владимир Кнышевич, научный сотрудник Дома ремесел. Изготовление пауков разных форм, размеров уходит корнями в языческую Белую Русь. В каждой крестьянской избе обязательно было присутствие вот этого изделия. И не сам паук как бы играл первостепенную роль, находясь в избе, а блики, теневые блики, которые от стенки, на стенке от паука находились, располагали человека к каким-то философским мыслям, размышлениям, успокаивал нервную систему. Вот, как бы, поэтому современная психология трактует присутствие не самого паука, а именно бликов от него. А подвешивали на льняную нитку, и от потока воздуха вращение происходило от паука, и блики вот на стенке избы. Прежде всего, современная психология трактует воздействие как бы психологическое положительное на человека вот за счет этого. Вот вкратце как бы... Зависело ли от формы паука? Нет, от формы это совершенно не зависело. Чем больше паук нагружался формами, и чем больше у него элементов присутствовало, тем неразборчивее тень. А сплошная тень на стенке не обязательно должна была отсутствовать. Поэтому элементов в пауке присутствовало не все. Все-таки ряд элементов все-таки зависит. Блики, да, все-таки от паука зависит. Они, если очень редкие, то они как бы мысль настраивали на сбивчивое повествование. Если они средних пропорций, средних размеров паука, то как раз
вот эта золотая серединка позволяла философски мыслить, философски осмысливать и психологически успокаивала крестьян. Да, для здоровья это было очень полезно. Естественно. Спасибо большое. Так, все знали полезно. Там, если что-то... Всегда поражался людям, которые вот молодцы. Таких конфетниц, как на столе. Я понял, да. Пожалуйста. С этой стороны, значит, под нож нажимается тот. Да, да, да. С какой стороны? Слева нажимается? Ну как мне? Убирается. Убирается. А сейчас обратно. Молодец. Обратно. Сильнее нажимать. Я думала, убирайте ноги. А вот тот край. Ну здесь просто... Здесь, да, вы делаете. Прогресс. Не спешите, не надо разговаривать. Нам так будете ценить, правда? Процедура. Это сложно, это Тоже 200 тысяч, по-моему, да, он говорил? Средняя зарплата. Это 180 тысяч. Ну, кто-то спрашивает. Хорошо, я рад. Снимается? Да. Хорошо, спасибо за внимание. Здание школы искусств, школа искусств, это или созидание нашего города, он заключается в принципе из районов. И, ну, конечно, это не ново, сейчас будет правый левый поворот, и подъезды и так далее, и так далее. Конечно, был большой диалог между архитекторами, строителями. Вот сейчас справа по ходу расположен третий микрорайон, он полностью, так сказать, уже с точки зрения строительной застройки обустроен и как бы имеет уже определенный замкнутый слева. Конечно, она оснащена, насколько позволяют условия современности. В целом, наш город, конечно, ему и как бы город контрастов. Ну, с одной стороны, это город молодости, юности, искусственное дыхание. Дорога для работы ТЭЦ было затем строительство производственного химволокно, развитие нашего города, потому как стройка была комсомольская, всесоюзная, естественно, то же самое. Поэтому, с одной стороны, город создавался как бы с нуля, и, возможно, было добились архитектурного ансамбля этого города, по нашим меркам, я еще повторяю.
городской инфраструктуры сегодня, ну, это одно из дошкольного возраста. Ну, в принципе, совета, руководством хозяйства посещаем школу, детский. Уважаемые друзья, прошу немного внимания, если совхоз Осташковичи. Как я уже говорил вот при въезде сюда, что характерно для этого региона? Этому региону повезло на людей, которые управляют социально-экономическими процессами на этой территории, и в лице местной власти, и в лице руководителей производственного сектора. Это только их заслуга в том, что, в принципе, регион уверенно, скажем, мягко говоря, скромно говоря, и передадите Николаю Николаевичу, уверенно держится на плаву. Ну, скажем, образно говоря так. Позвольте вам представить Елена Станиславовна, председатель Осташковского сельского совета. Значит, Нина Ивановна, главный экономист совхоза Осташковича. Я сегодня утром разговаривал с Николаем Николаевичем, директором совхоза. Он приносит массу извинений, что не мог лично участвовать. Он дал полные полномочия Нины Ивановны и поручения. Сегодня нашим управлением сельского хозяйства организована поездка, научно-практическая поездка в Рогачевщину о новых подходах в системе проведения озимого сева. И несмотря на то, что директор совхоза является кандидатом